Ребята, сегодня 20 января 2019 года. И это видео я начну с видеоотчета. С видеоотчета пришел донат, адресованный именно для Тулана. И хочу показать, что я купил Тулану. Вот сейчас прочитаю. Вот. Туланчика с нюхой на курочку. Сумму не буду показывать, но на эту сумму я купил. Посмотрим, что. Сейчас я был в городе и немножко купил для собак. Именно для собак. Вот куриные ножки. 3 пачки. И шейка. Так. Шеи цыплят бройлеров. Вот такое количество, короче, вкусняшки для собак. Этот донат пришел, сейчас я еще... Так, сейчас. И этот донат пришел от Елены Пантелеевны. Спасибо за донат. Эта вкусняшка все пойдет на корм собакам. Короче, когда приходит вот донат, адресованный именно вот сейчас, этот донат был адресован именно для Тулана, для собак. Бывает, если скажут, напишут там: Олег, это для фонарика, я, конечно, куплю и покажу. А когда вот обычный донат приходит, это не обязательно. На развитие канала донаты идут на все. На бензин, на запчасти, на еду, на еще какие-то... До копейки я трачу на развитие канала. На карта памяти. И, перечислять я не буду. Вот мои лыжи охотничьи во льду. Обледенело все. Вчера был на рыбалке. Видео, конечно, также выйдет. А сейчас давайте... Ой, блин, погода-то. Меняется только путь. Вчера еще было... Я не знаю, 5 градусов, наверное, ходил на рыбалку, а сегодня минус 20. У реки, наверное, все 25. Я сейчас отпущу собак, погуляю с ними. И здесь надо территорию еще убрать. Как-то поснимаем. Мороз всегда подкармливаю птиц, когда очень холодно. Семечки любимые, корм для них. Тулан начинает созревать у меня, ребята. У соседа там карелофинка, Айда прискакала, карелофинка, и, наверное, течка у нее. И вчера вот Тулана также отпустил после рыбалки. Каждый день их отпускаю на прогулку. Короче, к соседям ушел. И там вон. Блин, Айда, что там ты делаешь? Короче, он летит. И никак сам не пришел, пока я сам не сходил, за шиворотку не принес. Непослушный кобелек-то. Еще... У меня что, новости? Дровишки привезли. Вот такие дрова. Здесь 13 кубов. 13 кубов. По сумме получилось 9000 рублей. 13 кубов. Здесь баланс. Свежие дрова вообще. Не прошлогодние, свежие. Вот сейчас свалили и привезли. Некоторые 14 диаметром я, наверное, буду на материал какие-то оставлю. Вон баланс. В основном все пойдут на дрова. Такие делишки. Наверное, поставим палку и сходим на горку, прогуляю с собаками.
снег еще надо убрать. Вчера не убрал. Вон сколько навалило. Это я все еще придется. Айда. Все еще придется убрать. Летает беспризорник, блин. Беспризорник вообще шерсть меняет. И скоро у нее она. Тулан, блин. Все, короче, вам вкусняшки я купил. Все передал. Бывает там передают приветы. Передайте привет собакам. Ну, если надо, передам. А так, ну, любят, видно, любят там животных некоторые. Очень любят. И, ну, сам тоже, вот, когда я смотрю телевизор и показывают, когда бездомных собак, у них взгляд особый, взгляд такой жалобный, становится очень жалко мне их. Дулан, смотри, но не дерется ни с кем еще. Я думал, злой собака будет, нет, не дерется. Я, когда они так злятся, айда, шиканет сейчас. Айда. Вот смотри. Айда, что-то. Сейчас не пойдет. Блин, неуклюжий кобылек. Мощный такой вырос. Мощный. Айда лохвалы. Айда хитрая, очень хитрая собака. Очень хитрая. Послушная, хитрая собака. Себе на ум это же. Вот такое занятие у нас в деревне каждое утро. Утром встанешь, в первую очередь придется снег убирать. Снег убираем. И в основном у всех колодцы сейчас вода идет домой, но раньше тоже воду таскали. У меня эта система, здесь как бы водолей стоит. Вода в баню таскаем. Сосед таскает. А основная вода у меня заходит домой. Пошли, лак-гора, Ветлам. Айда. Пошли. Пошли. Давай, Ветлам. Сегодня как солнце вышло, вон. Такой снегопад. Лак! Убежали. Думают, в ту сторону я пойду. Айда быстрые. У Тулана шаги большие, она как-то медленнее бегает. Лак-то это что там? Хорошо, что ветер не в нашу сторону. Зола летит от этой трубы. О, соседи ругаются там с котельной. Вон этот весь шлак идет на огород, короче. И до конца села, до Алексеевки даже, когда безветренно, такая шлея идет. Вот так вот. Ветра нету, ребят, сегодня. И туман над рекой. А на реке что творится сейчас? Ужасно там. Не порыбачишь. Я на днях выложу это видео вчерашнее, как я ходил там. Как я рыбачил. Все это будет. Но видео, как вы заметили, сейчас выходит реже. Основные походы в тайгу, в избу сейчас у меня нету, потому что снег глубокий, проваливаешься до ушей. И на реке вообще ужасно тоже. Невозможно ничего делать там по колено воды. И я в основном сейчас буду, если поснимаю только возле дома или недалеко куда-то схожу, там за речи или еще. И пока так. Давно уже ждали такое.
Уже всем надоело мои сериалы. Ну, вот сейчас пока будет видео, так реже выкладывать. Что отдыхайте от моих видео, кому надоело. Вот. Что за шум, думаю, вон трактора какие-то. Что за трактора там, что делают? Или мост очищают. И у сельцев этот трактор едет туда тоже. Блин, не уроните меня. Там заречье, вон там, наверное, там заречье дома, вон там, несколько семей там живет, наверное, 2 или 3 семьи. Может, им дорогу очищают. Или на кладбище поехали. На кладбище тоже дорогу там чистят. Вот смотрите, сейчас покажу еще вкратце. Вот. Это начало шли и пошло-поехало. Вон. Если на газу все это дело испаряется, пар такой. А вот от шлака, от угля шлак летит. И еще от этих, скажем, брикеты тоже по черному они, сажа летит мощно. И осадком идет там весной, там, знаете, снег, вот когда тает снег, черный вещь. Здесь делали каток. Здесь вон лыжня. Здесь лыжники бегают, катаются. Вон такая лыжня. Недалеко от школы, напротив школы вообще. Если кому интересно там на лыжах покататься или на этих ватрушках. Вот смотрите, какая хорошая горка. И в детстве мы тоже очень много здесь катались на этих корытах железных. Айда, Локонмон! Лок! Привет! Лок? Лок, Локонмона! Туда, Лок! О, красота. Это разве не красота, ребят? Очень даже красиво. У нас много не покажешь красоту, потому что рельеф здесь ровный. Ни подъема, ни горы здесь нету. Ох, душно. Вот. Ну мы пойдем. Ладно. Ладно, сейчас сходим, хрен с ним. Но сейчас вола зовет меня знакомый. Здесь подъем, поднимаются лыжники, там катятся, спускаются вон там. И круг делают, здесь уже елочкой поднимаются по этой горке. Что-то буран у него глох или не тянуло, отремонтировал. Хочет там поделиться своим опытом, а где я пройду. Ну молодец. No Lok, ten dostanie кичамунен. Говорит, тут где-то мост есть. Ага. Ого. Если мы утонем, будем жить. Опа. Канава такая, блин. Так, небольшой тюнинг коротыша. Короче, вот такой коротыш буран был.
И, короче, владелец удлинил, переделал все. И получился длиннобазовый буран. Вот такой. Все сбоку все открыл. У меня тоже думаю, вот открывать или нет. Ну, говорят, что более лучше едет. Такую крышку этот сделал. Ага, ящик. Ну что тут? Я, в принципе, ничего такого не могу сказать. Как что сделано. Он куда-то тоже ушел. Куча на мумен. Когда? 16 миллиметров, ман? Да. Джейни цись, Джейни дыша, бу. Чон же вы. Мон. Опа, вона. Пошли. Лагун. Лак. Лак. Пошли, мана. Подъем это не спуск. Тяжело подниматься. Так. Короче, он не согласился дать мне интервью насчет бурана. Но все рассказывает, но на камеру не хочет. Он переделал для того, чтобы как-то с большим грузом ездить. Лучше, говорит, ездить проходимые длиннобазовый буран. Еле поднялся. Такой воздух еще смешанный с дымом из труб, которые валит. И к земле идет весь дым вот этот из каждых труб. Даже, наверное, думаю, от этого дыма у меня чуть-чуть аллергия. Лак. О, какой глубокий снег. Лак, айда. Тяжело. Вот смотрите. Айда молодец. Не предаст тебя никогда в жизни. Молодец. А второй кобылина, вон идет уже оттуда. Круг сделал. Такой большой круг сделал. Вон там. Круговой прошел. Пробежал-то есть. Вот такая прогулка у нас тогда получилась. Опять где-то часик погуляли. Сейчас еще территорию свою уберу возле дома. И обычно будни начинаются. Ну, сегодня выходной, отдыхаем. Было время раньше. Эти черные вороны над селами вообще не летали. А сейчас вообще обнаглели, везде кругом они спрятались вон за этой штучкой. Вон там они. Вон. Ворюги в тайге все воруют. Ну, уже птицы прилетели-то есть.
Меня боятся, осторожничают. Ну, голодная тетка. Придется свой страх преодолеть. Видели как? Так они угощаются семечками. Они покушают и станет им теплее. В лютый мороз. Штук 5 уже их прилетело. Ну, воробьи еще штук 10 прилетают, бывает. Раньше воробьи по сотни штук было. Когда колхоз был, семена. А сейчас их вообще мало. Эти летают. Сейчас я буду убирать снег и, наверное, их загоню обратно в вольер. Докормлю завтраком. И утренняя прогулка у них закончится. В общем, на этой ноте буду заканчивать. В общем, всем пока. И смотрите мои видео. До новых встреч. Удачи.